Добрый день! Сегодня мы с вами займемся методами решения тригонометрических уравнений, которые входят в как 13-я задача в КИМ и ЕГЭ. Итак, первое уравнение. Обратите внимание. Здесь присутствует косинус двойного угла, присутствует квадрат синуса, аргумента π на 2 минус х. Что же должен делать ученик при анализе данной задачи? Ну, естественно, основной прием решения тригонометрических уравнений – это желательно, конечно, свести к одной функции одного аргумента. В данном случае у нас и функции разные, и аргументы разные. Что еще можно заметить? Конечно же, ученик может заметить, что здесь можно применить формулу приведения. Запишем ее. То есть синус π на 2 минус х равно косинусу х. Как только вспомнили формулу приведения, мы видим, что у нас появляется функция косинус аргумента х. А присутствует косинус двойного аргумента. Но поскольку мы можем воспользоваться формулой для двойного угла, а именно косинус 2х это есть косинус в квадрате х минус синус в квадрате х. А в нашем случае нужно оставить косинус двойного угла. Поэтому формулу будем использовать в следующем виде. Косинус, так, ну здесь я поправлю, значит это будет по основному тригонометрическому тождеству, то единица минус косинус в квадрате х, то окончательный результат 2 косинус в квадрате х минус 1. Все. Вот основная предварительная часть для решения уравнения подготовлена. Тогда 2 косинус в квадрате х минус единица минус, возводим в квадрат красную запись, косинус в квадрате х, и получаем минус 0,25. После приведения подобных косинус в квадрате х равно минус единица переносится и получается 3/4. Сразу напишем в обыкновенных дробях. Это уже простое тригонометрическое уравнение, которое имеет решение косинус х равняется плюс минус корень кубический из 2. То есть, что мы сделали? Мы извлекли квадратный корень из обеих частей. Итак, мы пришли к простейшему тригонометрическому уравнению. Конечно, для учеников можно воспользоваться наглядностью и изобразить решение на числовой окружности. Итак, за ось косинуса, за косинус отвечает ось абсцисс, то есть косинусы находятся на оси абсцисс. И отмечаем значение корень из 3 на 2. Это где-то будет вот здесь. И минус, значит, это корень из 3 на 2. И минус корень из 3 на 2. Тогда мы получаем, соответственно, углы. Значит, угол π шестых и минус π шестых. Это одно из решений данного неравенства. А мы помним, что решение тригонометрических уравнений бесконечное множество. И вторые значения. Но вот чтобы, значит, вторые значения, несложно заметить, что они
получаются из первых значений. Если мы π на 6 точку повернем на угол π радиан, то есть здесь можно записать так. π шестых плюс π. Ну и, соответственно, точку минус π шестых повернем на π радиан, то есть получится минус π шестых плюс π. Ну, несложно заметить, что это значение равно 5π шестых. Соответственно, вот это значение второе равно 7π шестых. Итак, как же может ученик записать решение данного уравнения? Конечно же, первый способ, это он по отдельности записывает решение для косинуса х равно корню из 3 на 2 и первую группу корней. Давайте я тоже запишу это. Значит, х равняется плюс-минус π шестых плюс 2πk, поскольку эти корни повторяются через полный оборот, то есть через 2π, где k целое число. И отдельно записать вторую группу решений, а именно x равно, ну давайте я так запишу. Это будет, обратите внимание, плюс-минус 5π шестых можно записать. Плюс-минус 5π шестых плюс 2πk, где k тоже целое. Как видим, так может возникнуть вопрос, почему мы выбрали плюс 5π шестых, понятно, а почему мы выбрали минус 5π шестых? Но ведь от точки 0, если мы по часовой стрелке повернемся, то как раз придем к точке, к этому значению, но наоборот, 7π шестых идет против часовой стрелки, а к минус 5π шестых мы придем по часовой. Ну, в это же место. Поэтому одну и ту же точку на числовой окружности можно записать разными способами. Это допустимый ответ для данного уравнения, но ведь можно записать и короче его же. Если заметим, что корни π шестых и 7π шестых, они связаны. И корни минус π шестых и 5π шестых, они тоже связаны. То есть вот эти группы корней, они связаны между собой. Поэтому я вот так вот обведу. То есть второй способ для записи решения этого уравнения следующий. Значит, х равняется плюс или минус π шестых плюс πk, где k произвольное целое число. Согласитесь, вторая формула, она более компактная и, естественно, для анализа второй части задачи более эффективна. Так, мы не записали пункт Б для этой части задачи, а он звучит так. Найти все корни, содержащиеся в промежутке. Значит, в промежутке от π до 5π вторых. Выполнив первую часть задачи, правильно выполнив первую часть задачи, получив правильный ответ, чтобы все шаги были логически выстроены, ученик получает 1 балл. Выполнив вторую часть задачи, то есть отыскав корни из данного промежутка, ученик получает еще 1 балл. Так можно поступить при отборе корней. Значит, это пункт Б. Это был пункт А. Значит, при отборе корней можно двояко. Либо воспользоваться числовой окружностью, еще раз, на которой мы отмечаем данный промежуток. Итак, не забываем, что положительный обход по числовой окружности против часовой стрелки. Значит, точка π
начало 0, естественно, дальше против часовой стрелки движемся. Вот точка π, значит, это начало нашего промежутка. Движемся дальше, доходим до этой точки, это будет 2π. И еще у нас есть π пополам, то есть наш промежуток, я его заштрихую на числовой окружности. Это 3/4. 3/4 окружности. Обязательно нужно отметить начало и конец промежутка 5π вторых. Ну а далее мы помним про углы. Итак, вначале отметим их. Я отмечу их красным маркером. Вот группа корней. Вот группа корней. Следующая группа корней. И четвертая. Нетрудно заметить, что в данный заштрихованный промежуток попали только 3 точки. Вот они красным отмечены. Теперь надо назвать эти точки. Но если первая группа корней это π шестых, давайте π шестых плюс 2πk. Так? Вот у нас 2π. Получается, что мы от 2π движемся в положительном направлении еще на π шестых. Эта точка будет π шестых плюс 2π. Ну, давайте эту точку мы назовем после вычисления. Получится 13π шестых. Следующая точка. Обратите внимание, это из 2π мы движемся против часовой стрелки. Получается, что минус π шестых плюс 2π. И данное значение равно 11 шестых π. Теперь осталось назвать третью точку, третью группу. Как это можно сделать? А посмотрите, вот эта вот маленькая дуга, это то же самое, что π шестых. Вот они, все эти дуги одинаковые. Вот дуга, это и это. Поэтому можно считать, что мы от точки π движемся по часовой стрелке, и значение будет π плюс π шестых. Или если мы посчитаем аккуратно, то получится 7 π шестых. Итак, полный перебор корней получен. Что же получится в ответе? Значит, ответ на данную задачу следующий. В пункте А. Либо мы выписываем в такой форме, ну, как мы уже сказали, более рационально все-таки выписать вот в обведенной форме, то есть плюс-минус π шестых плюс πk, где k целое. И на пункт Б мы тоже даем ответы и их записываем в порядке возрастания. 7 π шестых первая точка, 11 шестых π вторая точка и 13 шестых π третья точка. Задача решена. Итак, вторая задача. Нам дано смешанное тригонометрическое уравнение и показательное, поскольку переменные величины находятся в показателях степеней. Еще какие особенности можно заметить при анализе данного уравнения? У нас разные основания у степеней. 12, 3, 4. Показатели одни совпадают, другой показатель косинус х. Но что хорошо, что все тригонометрические функции аргумента х. Это же плюс. Что можно заметить? 12 можно разложить на множители 3 и 4. Таким образом, мы можем записать
3 умножить на 4, все это в степени синуса х. Правую часть не меняем. По свойству степеней мы получим 3 в степени синус х умножить на 4 в степени синус х. И правая часть сохраняется. 3 в степени синус х умножить на 4 в степени косинус х. Итак, следующий шаг для анализа, это можно заметить, что есть одинаковые сомножители. Причем величина 3 в степени синус х. Давайте вот, да, действительно, поговорим, какие же значения принимает величина 3 в степени синус х. Поскольку синус х при любых значениях аргумента, значит, при всех значениях х действительных, находится в диапазоне от минус 1 до 1, то 3 в степени синус х, поскольку функция, показательная функция с основанием 3 возрастающая, принимает значение от 3 в минус первой степени до 3 в первой степени. То есть мы делаем вывод, что 3 в степени синус х находится в промежутке от 1/3, это 3 в минус первой степени, и 3. В любом случае эта величина положительная. Поэтому мы можем сократить обе части уравнения на множитель 3 в степени синус х. При этом получим равносильное уравнение. Итак, 4 в степени синус х равно 4 в степени косинус х. Поскольку равны две степени с одинаковым основанием, то должны быть равны и показатели. Синус х равняется косинусу х. Итак, мы пришли к тригонометрическому уравнению с переменной х, но разные функции, синус и косинус. Как же решить это уравнение? Когда равны синус и косинус? Но здесь можно применить прием, это ввести функцию тангенс, то есть разделим обе части данного уравнения на косинус х. Я вот так вот запишу, делим на косинус х. Почему мы имеем право делить на косинус х? И получим ли мы равносильное уравнение? Обратите внимание, если бы косинус х равнялся нулю, и это было бы решением уравнения, то тогда получилось, что и синус х равняется нулю, чего быть не может. Поэтому среди решений данного уравнения нет значений, когда бы косинус равнялся нулю. И операция деления на косинус х будет равносильной. Значит, мы получим с вами тангенс х равняется единице. Так, это уже простое тригонометрическое неравенство, уравнение с тангенсом, решение которого давайте тоже найдем с помощью числовой окружности. Для этого надо вспомнить, где находится ось тангенсов. Ось тангенсов параллельно оси ординат и проходит через точку 1, 0. Причем масштаб на этой оси сохраняется с масштабом оси ординат. Значит, вот единичка. Значит, поскольку тангенс принимает значение 1, то мы можем найти, для каких же это углов возможно. Значит, вот для этого значения и для этого значения. Нетрудно заметить, что оба этих корня отличаются друг от друга на
величину кратную π. Поэтому решение можно записать. Х равняется π на 4. Так, это вот значение π на 4 на дуге. Плюс πk, где k произвольное целое число. Итак, первая часть задачи решена. То есть мы нашли решение уравнения. Вторая часть задачи сводится к отбору корней, принадлежащих промежутку. Давайте также поступим, как и в предыдущей задаче. Сделаем отбор корней, пользуясь числовой окружностью. Для этого нужно отметить промежуток. Так, ну вот давайте еще раз напомним, что движение против часовой стрелки – это положительный обход окружности. Здесь у нас точка 0. Совершили полный оборот 2π. Значит, эта точка тоже 2π. Отмечаю точку 2π. 2π плюс π пополам. Плюс еще π пополам дает π, а у нас 7π вторых. Значит, нужно еще одну четверть добавить, и при этом мы получим конец 7π пополам. 7π пополам. Итак, мы отметили начало и конец промежутка. Это очень важно. Если не будут указаны эти значения, то, естественно, 1 балл по критериям за данную задачу в ЕГЭ могут снять, поскольку должен быть аргументированный выбор корней, принадлежащих промежутку. Значит, следующий этап – это отметим корни на числовой окружности. Значит, не забываем, что вот группа корней и вторая группа корней. Какие же точки попадут? Но поскольку вот эта маленькая дуга, это и есть ее величина π на 4, то мы к 2π добавляем π на 4, пишем π на 4 плюс 2π. Можно оставить, конечно, в таком виде, это не является ошибкой, но все-таки проще записать 9π четвертых, то есть вычислить. И второе значение, я отмечу синим маркером, это, обратите внимание, значит, тоже по-разному можно записать вот эту точку. Это, например, 7π вторых минус π на 4, или вот эта точка π, π плюс π на 4. Ну, давайте я напишу π плюс π на 4. Как я еще сказал, можно... Так, стоп. Вот уже пошла ошибка. Это же у нас не π, а мы находимся на промежутке от 2π до 7π вторых. Значит, вот эта точка на нашем промежутке равна 3π. Давайте сразу исправим эту ошибку. Значит, будет 3π. И окончательный ответ, значит, это точка 3π. Ее можно отмечать, можно просто внимательно следить за числовой окружностью и вычислять в уме. Результат будет 13π четвертых. Поэтому ответ на данную задачу будет выглядеть следующим образом. Значит, для пункта А мы выписываем группу корней. Х равное можно уже не писать. π на 4 плюс πk, k принадлежит z. И для пункта Б мы выписываем эти два значения. То есть 9π четвертых и 13π четвертых. Задача решена полностью. Рассмотрим решение
третьего уравнения. Давайте тоже вместе проанализируем его. Значит, что присутствует там? В уравнении есть две функции. Одинаковые. Это косинус x и косинус x. Это уже хорошо. То есть, но в этой части у нас слагаемое косинус четвертой степени x, а здесь косинус в квадрате x. Что же можно поступить? Можно ввести новую переменную. То есть мы будем считать, значит, пусть косинус в квадрате x это переменная t. Какие же значения может принимать переменная t, чтобы нам в дальнейшем можно уже было анализировать корни t и делать их перебор? Мы помним, что функция косинус по модулю не превосходит единицы при всех действительных значениях x. Соответственно, косинус в квадрате x тоже не будет превосходить единицу и будет величиной не отрицательной. Проделав эти преобразования, можно сделать вывод, что переменная t принадлежит промежутку от 0 до единицы. То есть в этом промежутке нам и надо искать значение нового уравнения, которое выглядит так. 16t квадрат минус 24t плюс 9 равно 0. Конечно же, некоторые ученики вначале могут сделать замену косинус x и прийти к b квадратному уравнению 16 четвертой степени переменной минус 24 вторая степень переменной плюс 9. Но в любом случае следующий шаг это будет решение b квадратного уравнения, поэтому так или иначе ученики придут к обязаны будут прийти вот к такому квадратному уравнению. Как же можно решать его? Конечно, стандартный прием это находить дискриминант, но можно заметить, что, обратите внимание, что здесь первое слагаемое можно записать как 4t, все это в квадрате. Минус. Второе слагаемое это 3 в квадрате. И вот это нам позволяет увидеть, что 24 можно разложить как 2 умножить на 4t и умножить на 3. То есть здесь уже работает формула полного квадрата. И мы получим 4t минус 3, все это в квадрате равно 0. Этот прием гораздо убыстряет процесс решения и поиск корней квадратного уравнения. Поэтому мы сразу можем получить, что корнем этого уравнения является число 3 четвертых. Нетрудно заметить, что 3 четвертых попадает в диапазон изменений переменной t, поэтому мы берем это решение. И возвращаясь к старой переменной, мы получим, что косинус в квадрате x равняется 3 четвертых. Решая квадратное уравнение с косинусом, находим, что косинус x равняется плюс-минус корень из 3 на 2. Ну а теперь нам надо решить простейшее тригонометрическое уравнение с косинусом. Здесь мы тоже давайте применим визуализацию и изобразим на числовой окружности. Вот значение корень из 3 на 2 и минус корень из 3 на 2. Да, сегодня уже похожее решение у нас в первой задаче было, поэтому мы достаточно быстро можем записать группу корней. Значит, первая группа корней
поскольку вот эти точки симметричны относительно начала координат, мы помним, то группу корней можно записать через значение π шестых и минус π шестых. Итак, решение этого уравнения, я чуть левее запишу, это x равно плюс-минус π шестых плюс πk, плюс πk, где k целое. Итак, первая часть задачи сделана. Мы нашли корни исходного уравнения. Вторая часть задачи, пункт Б, предполагает, чтобы мы произвели отбор корней, попавших в данный промежуток. Тоже применим прием работы с числовой окружностью. Как мы помним, в самом начале нужно отметить концы нашего отрезка. 2π – это точка черная, вот. И мы движемся против часовой стрелки, напоминаем. 1/4 и еще 1/4. Получим значение 3π. Мы отметили начало, отметили конец. Так, следующий шаг. Надо отметить группу корней, которая попала. Но поскольку у нас уже есть рисунок, схематически мы это все перенесем для перебора. Так, и нам надо правильно отметить группу корней, попавших именно в данный промежуток. Итак, мы помним, что вот эта маленькая дуга π шестых радиан, значит 2π плюс π шестых. Пишем π шестых плюс 2π. Вот это значение, эта точка, может быть получена из точки 3π, обратите внимание, по часовой стрелке, то есть в противоположном направлении, значит получается 3π минус π шестых. То есть мы движемся в противоположном направлении. Ну и давайте посчитаем эти значения. Значит, первая группа корней дает 13π шестых, и вторая группа корней дает 18π минус 1, то есть 17π шестых. Поэтому ответ на данную задачу будет выглядеть следующим образом. Я сохраню вот эту запись и отдельно здесь запишу ответ. Значит, ответ. Можно писать x равно, а можно просто ограничиться записью плюс-минус π шестых, то есть описанием этих корней. b это 13π шестых. И второй корень 17π шестых. На этом задача третья решена полностью. Мы продолжаем рассматривать методы решения тригонометрических уравнений. Следующее уравнение. Синус двойного аргумента 2х плюс 2 синус в квадрате х равно 0. Требуется отыскать корни данного уравнения, которые попали в промежуток от минус 2π минус π пополам. Итак, что мы видим? Здесь у нас присутствует функция синус, но разные аргументы. Х и 2х. Конечно же, первое, что может прийти на мысль, это воспользоваться формулой синус двойного угла. 2 синус х на косинус х. Вот мы заменили синус двойного угла плюс 2 синус в квадрате х равно 0. Когда ученик видит вот такую картинку,
и он видит, что здесь есть множитель двойка, есть множитель синус, то естественная реакция ученика – это сократить. Вот давайте обоснуем, почему нельзя сокращать на 2 синус х в данном уравнении и почему происходит потеря корней. Ну, посмотрите, когда мы сокращаем, то мы подразумеваем, что эта величина не равна нулю. Хотя, если вдруг синус х равен нулю, то подстановкой вместо синуса х 0 мы получим верное числовое равенство. Значит, это корни, которые мы в процессе решения отбросили. Всегда надо обращать внимание, что сокращая на переменную величину, нужно требовать, чтобы она не обращалась в нуль. Поэтому сделаем следующим образом. Вынесем 2 синус х за скобки множителем, и у нас получится косинус х плюс синус х равно нулю. Конечно, на двойку можно сократить. Я это, чтобы не писать новую строчку, просто протру эту запись, но это для экономии места. И следующее уравнение равносильно совокупности. Либо синус х равен нулю, или косинус х плюс синус х равен нулю. Действительно, произведение обращается в ноль, когда хотя бы один из совмножителей равен нулю. Ну, первое решение простое. Давайте мы тоже визуализируем его. То есть, когда синус обращается в ноль, за синус отвечает ось ординат, и синус равен нулю в двух точках. Это 0, π, ну и которые в двух группах корней, которые получаются друг от друга. То есть x равняется π k, где k целое. Первое уравнение решено. Как решать второе? А у нас сегодня уже было похожее уравнение. Давайте заметим, что одновременно синус и косинус не равен нулю. Почему они не могут одновременно равняться нулю? Ну, поскольку для точки на единичной окружности мы как раз и назвали абсциссу точки это косинус, а ординату точки это синус. Но точка 0, 0, то есть когда и косинус, и синус равен нулю, не лежит на единичной окружности. Значит, нет такого угла x, чтобы и синус, и косинус его равнялся нулю. Вот здесь мы можем разделить на переменную величину. Давайте разделим на косинус х. Тогда получим единица плюс тангенс х равен нулю, или тангенс х равняется минус единица. Тоже применим описание на числовой окружности. Введем ось тангенсов. Так, давайте сделаем другим цветом. Значит, введем ось тангенсов, масштаб которой совпадает с масштабом оси ординат. И найдем те значения аргумента, при которых тангенс будет принимать минус единицу. Вот эти значения на числовой минус единицу на числовой окружности. Значит, эта точка, я вот так стрелочкой обозначу ее. Значит, это точка минус π четвертых, плюс π. Ну и дальше мы видим, что эти значения отличаются друг от друга на величину π. Поэтому ответ будет выглядеть следующим образом. Значит, x равняется минус π четвертых плюс π k, где k
целое. Вот некоторые ученики и считают, что надо разные буквы здесь писать, что это, но это же не одинаковые группы корней. И переменная k означает, что здесь совокупность или. Поэтому вводить новую букву, допустим, m, нет необходимости, поскольку все равно происходит объединение множества первого и множества второго. Итак, задача решена, и мы нашли решение уравнения. Следующий этап – это отбор корней. Для этого, как мы помним, для решения в пункте b нам надо отметить промежуток. Значит, вот точка 0. Если мы движемся против, в отрицательном то есть по часовой стрелке, вот отрицательный обход движения, то есть по часовой стрелке, то мы приходим в эту же точку. Поэтому здесь у нас будет значение минус 2π. Где же у нас будет точка минус π пополам? Давайте так рассудим. Смотрите, чему равна длина вот этого отрезка? Потому что дети, когда в отрицательную сторону движемся по числовой окружности, иногда путаются. Значит, если от правого значения отнимем левое значение, то мы получим 3π пополам. То есть получим 3/4. Поэтому, хотя вот значение оно у нас минус π пополам находится здесь, а движение мы осуществляем в положительном направлении, то есть против часовой стрелки. Так, мы отметили концы. Вот они у нас концы. И теперь наша задача отметить решение. Значит, давайте первую группу корней отметим красным цветом, вторую, как у нас здесь уже и отмечено, синим. Значит, πk. Вот эти точки. Вторая группа корней – это минус π на 4 плюс πk. Мы покажем, что это симметричное относительно начала координат точки. Вот теперь нам надо назвать эти значения. То есть какие же конкретно числа из данной группы попали в этот промежуток. Значит, обратите внимание, минус 2π, конечно же, это конец нашего промежутка, мы его берем. Так, мы отмечаем это, как договорились, красным. Значит, эту точку мы берем. Другая точка получается из минус 2π поворотом на π радиан. То есть это точка минус π. Значит, мы ее тоже берем. Теперь отмечаем вторую группу корней синим маркером. Значит, эта группа корней, вот она. Значит, как ее получить? Можно двигаться от точки минус 2π и взять 3π4. Вот как раз у нас 3π4, то есть π4, и здесь 2π4. Вот так и напишем. Это 3π4 минус 2π. То есть от минус 2π движемся в положительном направлении, то есть против часовой стрелки, на 3π4. И это значение равно, значит, 3π минус 8, то есть минус 5π4. Значит, еще раз. 3π минус 8π, значит, минус 5π4. Итак, ответ. Значит, ответ на данную задачу следующий. Это перечисляем
все решения. Значит, первая группа корней πk, вторая группа корней минус π на 4 плюс πk, где k целое. И в пункте b мы выписываем, три значения. Это, давайте в порядке возрастания, минус 2π. Далее точка минус 5π четвертых. И следующая точка это минус π. Значит, минус π. Все, задача решена полностью.